Привет! Если ты видишь нас, значит ты смотришь передачу для самых стильных девчонок «Зеркальце». Это значит, что пришло время творить и проявлять свои творческие способности. Меня зовут Юля. А я Адель. Лаборатория стильных превращений начинает свою работу. Вижу, ты сегодня пришла не с пустыми руками. Да, девчонки, знакомьтесь, это мой бегемотик Топотулька. И я его шила сама. Неужели? Девочки, правда он такой милый? Носить оригинальную красивую обувь хочется не только на улице, но и дома. Обувь должна быть и удобной, и уютной, ведь так хочется, придя в свое гнездышко, ощутить домашнее тепло и уют. Сейчас в качестве удобной, а также стильно красивой домашней обуви часто обзаводятся тапочками-зайчиками, которые скорее напоминают уги, чем привычные тапочки. Так. Идея мне нравится. Значит, сегодня утепляем ножки? Yes, of course. Что означает «конечно». Приступаем. Итак, Адель, прежде всего нам понадобится ткань. Желательно, чтобы она была двух цветов. Нам нужна ткань для внутренней и для внешней части тапочек. В принципе, подойдет любая ткань, приятная на ощупь, или искусственный мех. В нашем случае будет вот такая ткань. Для подошвы вы можете взять плащевку или искусственную кожу, или другую, любую плотную ткань, которая имеется. Также вам понадобится утеплитель, например, синтепон, ножницы, иглы, булавки, бумага и маркер для выкройки. Ну и, конечно же, швейная машинка. Такая обувь смотрится забавно и немного по-детски. Что придает особую нежность домашнему образу. Интересно, а сколько времени у нас это займет? Не переживай, Адель, к концу передачи обзаведешься тапочками не хуже, чем мои. Изготовить тапочки-зайчики достаточно просто, и вам не потребуется много материалов. Размер, конечно, у каждого свой. По этой причине выкройку нужно подгонять под себя. Кстати, у тебя какой размер? 37-й. Выкройка основы, то есть самой уги, состоит из 3 частей. Также нам нужно выкроить еще и ушки, чтобы наши тапочки отличались от обычных. А можно сделать не зайчика, а какого-нибудь другого лохматика? Ну, конечно же, все зависит только от вашего творческого подхода. Ну что ж, Адель, девчонки, давайте нарисуем наши детали на бумаге. Вот я нарисовала последнюю деталь, а ты вырезай. Тапочки будут состоять из 3 слоев. Для первого слоя возьмем вот эту ткань. Также нам понадобится подкладка и внутренний слой, для которого нам послужит синтепон. А для чего нам нужен синтепон? Синтепон придаст тапочкам форму, сделает их мягкими, удобными и теплыми. Обратите внимание, девчонки, наша внутренняя ткань на синтепоне, поэтому утеплитель нам не понадобится. Я закончила вырезать все детали. Отлично, переносим их на ткань. Прикалываем булавочками и вырезаем. Одна деталь готова. Так, нам не хватило ткани. Есть еще кусочек? Конечно, у нас их много. Так, отлично, вот это подойдет. Пока Юля готовит детали, давайте послушаем наш сундучок «Всезнайку».
Домашняя обувь начала свой путь в странах Востока. Сначала султаны обували своих жен в такие тапочки без задника, чтобы те не смогли сбежать. Ведь такие полутуфли все время слетали бы на бегу. Позже и сами султаны примерили домашние тапочки и оценили их удобство. А после крестовых походов и в Европе стало особым шиком мечтать и беседовать у камина в уютных домашних тапочках. Мы вырезали все наши детали, теперь делим их поровну. Ты соберешь один тапочек, а я другой. Это тебе, это тоже твое, это мне, это тебе, это мне, 4 уха тебе и мне. Мы все поделили поровну. Теперь берем вот эту деталь и соединяем иголочками. Вот таким образом. Адель, ты просто умничка, все правильно сделала. Теперь то же самое делаем с синтепоном. Мы готовим наши детали, крепим их иголочками, чтобы потом ровно прошить на машинке. А вы, девчонки, послушайте, как сделать модную стильную прическу. Мастер-класс. Смотрим. Берем флис и соединяем его с симметричной деталью из синтепона и прошиваем вот по этой линии. Вот так потихоньку мы собираем детали. Теперь берем синтепон и соединяем с флисом лицевой стороной и прошьем вот по этой линии. А когда крепим уши? Совсем забыла про ушки. Действительно, они у нас будут вот здесь. Чтобы 2 раза не пришивать. Вот так, это у нас внутренняя сторона. Да? Нет? Вот так. Вот то же самое делай ты симметрично. Приколи иголочками. Вот одинаковое расстояние. Угу. Отлично. И вот теперь, когда мы закрепили ушки посередине, все прошиваем на машинке. Ну вот, Адель, наши ушки пришиты. Теперь все раскладываем. Складываем вот таким образом. И прошиваем вот по этой линии.
Тапочки-зайчики шьются достаточно быстро и просто. В результате вы получаете по-настоящему домашнюю вещь, которая не только удобна, но и выглядит стильно и модно. И они очень мягкие и уютные. Носить такие тапочки вам точно понравится. Также это отличный подарок. Человек, который получит в подарок такие тапочки, будет очень рад. Точно. Ну что ж, увидимся в зеркальце. До скорых встреч! Пока!